Тараторина Елена и Старостенко Геннадий. И сегодня будет вам представлена информация по поводу ситуации, случившейся на чемпионате мира по армрестлингу в Румынии. Пожалуйста, кому Саламатсыңарбы, урматтуу пресс-конференцияның катышуучулары. Бизде бүгүнкү чогулгансынын себеби 42-чи дүйнөлүк чемпионат Румыния мамлекетинин Бухарест шаарында өткөн 24 ноябрдан 3 декабрга чейин. Ошол жакта биздин Болдырева Кристина деген спортсменка кызыбыз боюнча болуп өткөн окуялар боюнча чогулуш өтүп атат. Негизи ал чемпионатка биз шартка байланыштуу барбай алган мен өзүм. Ошол жака именно баргандар боюнча сөз берсек, Жээнбек Баталович, Елена Тараториналар барган. Сөздү Азиянын кол күрөш федерациясынын президенти Жээнбек Мухамбетов Баталовичке берсек. Уважаемые друзья, я очень рад видеть вас всех, потому что, возможно, не будь нехорошего, не было бы хорошего. Этот повод послужил основой для нашей встречи. Я приветствую вас, очень рад встрече с вами, потому что каждая встреча с вами доставляет мне истинное удовольствие. Я надеюсь, что вы будете объективны, покажете так, как есть, потому что вы представители очень важной профессии. Сегодня вы свидетели того беспрецедентной, развязанной, тотальной войны против Федерации, которую организовали отдельные люди. Это нехорошо. Это мешает развитию спорта. Я буду очень выдержанный, толерантный и постараюсь вести именно в рамках закона и тех бумаг, которые сегодня есть у нас. Давайте я постараюсь ответить на них максимально так, как оно было. Чемпионат мира по армрестлингу он проходил в городе Бухарест, столице Румынии, в этом году. Он проходил с 23 ноября по 3 декабря. В 2020 году чемпионата мира не было, потому что из-за ковидной ситуации. Мы пытались провести этот чемпионат, однако несколько раз он срывался. Последний раз случилось так, что он должен был быть в 2021 году в Грузии. Грузия отказалась его проводить из-за ковидной ситуации. Румыния взяла на себя эту обязанность и провела. Самое интересное, что в 2019 году чемпионат мира также проходил в Румынии, но в городе Констанца. Кто присутствовал на этом чемпионате? Здесь было более 1200 спортсменов, только спортсменов из более чем 30 стран. Кыргызстан был представлен 6 спортсменами. Здесь немножко вкралась ошибка. Вот Геннадий Павлович Старостенко, он не участвовал в соревнованиях. Он является многократным чемпионом Азии, мы к этому вернемся. И он тоже пожелал принять участие в этом нашем содержательном диалоге. По долгу службы и работы я являюсь работником ВАФ, World Arm Wrestling Federation. Это самая большая федерация в мире армрестлинга, более 100 стран. Я первый вице-президент этой федерации и президент Азиатской федерации. В нашу Азиатскую федерацию входят 22 страны. Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Иран, Япония, Арабские Эмираты и ряд других стран, в том числе 4 страны Центральной Азии. Я являюсь президентом Азии уже много лет. В этом году были перевыборы, меня переизбрали. Вот это событие, которое здесь послужило, это хороший повод вернуться к проблемам нашего спорта. Мы очень благодарны Кристине, вот она здесь присутствует, что она пришла и подняла эту тему. Действительно, проблемы существуют. Какие проблемы?
как в любом спорте, прежде всего, у нас есть недостаток финансирования. Мы не относимся к олимпийским видам спорта, не олимпийским. Что такое неолимпийские виды спорта? Это остаточный принцип финансирования. Мы очень давно не получаем деньги на поездки, мы не получаем деньги как премиальные и прочее. Только в этом году, благодаря усилиям новых руководителей федерации, наконец удалось ввести нашу федерацию в число приоритетных. Вы знаете, что такое приоритетное? Нас будут больше спонсировать, давать деньги Госкомспорту. Впервые удалось провести сборы в этом году. Впервые. Вы можете себе представить? Это древнейший вид единоборств, армрестлинг, самый доступный, самый популярный. И мы не можем ездить ни на соревнования, ничего. Мы все проводим на самофинансировании. У нас даже нету расчетного счета. Вы представляете? Все собрания, все федеративные сборища и все соревнования мы проводим сами на свои деньги. Стартовые взносы спортсменов, на них мы проводим, арендуем зрелий, арендуем помещения, выдаем призы, покупаем кубки, медали, грамоты и сами проводим соревнования. Много лет. Только в последнее время федерация, государство по мере возможности старается помочь. Что такое помощь государства? Вы знаете, что в Госкомспорте зарегистрировано больше 100 федераций? Больше 100. Я не могу требовать у своего государства нереальных вещей. Они стараются нам помочь. Поэтому я сразу начисто отметаю те обвинения, которые выдвигают в соцсетях, что я беру какие-то деньги. Если бы я брал какие-то деньги, это давным-давно бы стало бы ясно. Никаких денег я не беру, никто нам не дает. То есть все попытки, и были до этого, вот похожими людьми, которые вот сейчас пишут, да, были попытки меня очернить, что я деньги беру. Денег нет. Первый вопрос, я отвечаю на него. И поэтому, когда в соцсетях сделали истерию, группа людей, кстати, мы очень хорошо знаем, кто стоит за всем этим, я персонально имена знаю, звонки их, с кем они встречались, полностью. Эти люди организовали грязнейшую кампанию против федерации, не против меня. Мне нечего предъявить. Против федерации. Я считаю это вызовом к кыргызскому спорту, вызовом в наше тяжелое время, когда такие вещи творятся, эти люди через меня пытаются разрушить кыргызский спорт. Я прямо их обвиняю. Вот на этой пресс-конференции. Далее. По поводу выступления, вот она присутствует здесь, Кристина. Как происходили события? Я думаю, о них более подробно расскажет капитан нашей команды. Сейчас мы дадим ей слово. Капитан команды, участник выступлений. Я только скажу по поводу нескольких фактов, которые здесь подчеркивают. Вы понимаете, что такое флаг для кыргыза? Он имеет несколько названий. Байрак, ту, делек. Это носит сакральное значение. Флаг для кыргызов – это святое. Я упрекнуть меня в том, что я зажал флаг и не отдаю ей, да? Ну, это по меньшей мере, ну, смешно. Почему? Я второй человек мировой федерации, я должен флаг таскать ей давать? Этого нельзя делать просто в принципе, потому что меня обвинят, что я лоббирую чьи-то интересы, интересы прежде всего своей команды. Я не должен таскать флаг. Я не флагоножка. Первое. Второе. Я присутствовал на этих всех соревнованиях. Это моя работа. Я могу выходить, заходить. Я не знал, что такое пристальное внимание ко мне. Спасибо огромное. Оказывается, я еще популярный, за мной следят. Вот только что минуту был, сейчас он ушел, да? Оказывается, наблюдательные глаза за мной следят. Я рад этому. Значит, я кому-то интересен. Еще. Повторяю. Потом. Я, в принципе, выходил 2 раза награждать наших спортсменов. Понимаете? Я обязан был присутствовать и при награждении ее. Я должен был
Но, к сожалению, я не смог. Я объясню, почему. Откуда начинается вся эта история? С тем, что она великая спортсменка. Вы читаете репосты вот эти все? Вы почитайте внимательно. Мы очень тщательно проанализировали все выступления. Там нету профессиональных спортсменов. Там есть 3 человека, которые все это разжигают, моделируют. Оттуда все идет. Вы знаете, что такое электронные средства? Которые делают перепосты друг другу и начинают поднимать эту истерию. Там нету профессиональных откликов. Во-первых, она действительно сильный спортсмен. Она действительно сильный спортсмен. Она начинает выступать на соревнованиях и выигрывает. Есть такая Ирина Гладкая. Ирина Гладкая, она многократная чемпионка мира. Это самая титулованная спортсменка в российской команде. Она у нее выигрывает. Выходит в финал и выигрывает. Мы только это приветствуем, мы рады этому. Но тут россияне объявляют протест. Почему случился этот протест? Почему? Я думаю, об этом расскажет сейчас, почему так случилось. У нее паспорт российский. Я беру паспорт, отношу капитану команды. Я сам не имею права. Вы понимаете? Брать паспорт, заносить. Почему здесь будет конфликт интересов? Вы все из спорта люди, вы понимаете, что такое конфликт интересов. Когда сегодня настолько политизировано, речь идет о тысячных секундах, о граммах, о допинге. Вы понимаете, в чем меня обвинят? Я эти вещи хорошо знаю. Я отдаю капитану команды. Говорю, почему она на взвешивание оставляет паспорт? Российский паспорт. Мне задают вопрос. Я потом спрашиваю у госпожи Болдыревой, а у вас что, нету кыргызского гражданства? А зачем он? У меня не было его никогда. Вы понимаете суть вопроса? Мне ответ. У меня не было его. Я говорю, а как же ты выступала? Ну, вот так я выступала, все знают. Ну, хорошо. Но почему здесь? Почему именно здесь, волею судьбы, здесь поднимается вопрос о паспорте? Именно здесь, на этом чемпионате. Вот здесь сомкнулись звезды. Есть такое понятие сакральное. Вот несчастье пришло. Почему? Уходит Гладкая, это ее последний чемпионат. Она 14-кратная чемпионка мира с России. Она хочет достойно выступить, выиграть и на левой, и на правой руке. Наша Кристина выигрывает у нее. Россияне в шоке. Появилась девушка, которая может выиграть у Гладкой. А почему и нет? Это спорт. А почему наша спортсменка с Кыргызстана не может выиграть у нее? Она кто такая? В этом мире все приходящее. И тогда россияне поднимают этот вопрос о паспорте. Вы понимаете, в чем суть? Почему у нее российский паспорт и почему она выступает за сборную Киргизии? Собирается директорат, там присутствуют президенты континентальных федераций, Южной Америки, Северной, Азии, Европы и президент ВАФ. И ставится вопрос о дисквалификации команды. 6 человек. Ее результату аннулируется. Мы выплачиваем штраф. Представляете? Я начинаю просить. Как это так? Хорошо, мы виноваты. Да, это моя вина. Моя вина, что я не знал, что у нее паспорт России. Почему? Я в Азиатской Федерации, вы поймите, я вообще не должен здесь присутствовать, потому что это дело внутреннее Кыргызской национальной федерации армрестлинга, которая называется КНФА. Я не должен вообще здесь быть. Здесь конфликт интересов. Но почему выбрали меня? Может быть, они думают, что я старенький или дряхлый, или прочее, или я засиделся на этом месте. Я читаю репосты, меня обвиняют, что я какие-то деньги беру и прочее, да? В спорте, в нашем, нету денег. Запомните, армрестлинг – это спорт бедных. Может, если у кого-то есть, ну, я не знаю. Вот у нас нету столько лет. Я таскал на себе стол для армрестлинга, когда открывал федерацию, по ресторанам. И это знают ее люди, кто стоит за этим. И вот сегодня получилось так, что я в этой федерации, оказывается, главный виновник всех ее проблем.
Главный виновник его проблем она сама. У нее не хватило ума просто подойти и признаться, сказать, что вот так, вот так. Понимаете, у меня паспорт. Она начала на этом спекулировать, что поднятие флага и прочее, да, на этом нельзя спекулировать, это слишком серьезные вещи. Посмотрите, какая развернулась кампания в электронике. Меня обвиняют, да он такой, сякой, да. 99% этих людей я не знаю и не слышал. Это люди, не разбирающиеся в спорте. Это люди на эмоциях. Посмотрите, как можно раскачать ситуацию. Обвинить. Вы знаете, в чем она ведет? К чему ведет она? Вы все понимаете? Она сильная спортсменка, спору нет. Никто не говорит, что она плохая. Но пути и методы, которыми она пришла, и попытки обвинить федерацию, это неправильно. Я считаю, это неправильно. И нельзя так делать. Это не выход из ситуации. Вместо того, чтобы попытаться с нами, она обвиняет меня, что ее в Азии, там ее, да? Я ее не знаю. Она недавно появилась, я не знаю, откуда она пришла. Говорят, с какого-то танца шестом, да? Возможно, я не знаю ее. Она ученица одного человека здесь, тренер Ли есть такой. Это она его ученица. Пришла с такими претензиями. Я ко всем отношусь нормально. Я воспитал чемпионов мира, множество чемпионов Азии. Я заслуженный тренер Кыргызской республики, основатель этого вида. И вот сегодня я вынужден по совершенно абсурдным обвинениям вот собирать вас, и вы пришли. Я извиняюсь, да, времени Все. мало. Давайте мы поподробнее просто ситуацию... Все, пожалуйста, вот Потому что я передаю слово ей. непонятно. Мырза, кыргызчасын айтып коюңузбу. Бекбасов, Кыскача. Орусчасын айтыңыз. Кыргызчасын айтып вы коюңуз. Курышев, может, вы скажете, а пишет президент федерации, как-то это... Только давайте, вот основное, вот эти лирики, без лирики. Давайте. Мына Кыргыз федерацияның запросына World Armracing Federation, это мировая федерация армрейсинга, хабар берді да, бұяқта 5 пункт. Мен мақұл, без лирики дедік, без лирики. Мен айтып берейін, емне болды. Бірінші. Команда Кыргызстана зарегистрировала спортсменку в процессе регистрации. Она представила себя на взвешивании с российским паспортом. Вот это официальный документ. То есть бұл паспорт менен, орыс паспорт менен келіп регистрацияны өтті. Мына официальный документ, пункт 1. Екінші. Паспортын унутуп взвешивание кетіп қалыптыр. Екінші команда артынан келатқан орыстың командасы. Орыстың командасына паспорт берді. Ой, сілердің паспортыңдар. Ова біздікі, бірақ мындай жоқ бізде. Түшініп атасыңдар, емнеден башталып атады. У нас нету такой спортсменки, деп айтышат орыстар. Бірақ запомнили. Анан кейін соревнования башталғанда сол қолменен. Могу да деп тұрып, түшініп атасыңдар еме, протест беріп атады. Ошон үчүн оң кол менен буну чыгарбай атат. Орустун командасы. Мына российская команда. Үчүнчү. ФАР, Федерация армрейсинга России, Российская Федерация наразы болуп, президент мировой федерацияга берип, бул эмне үчүн сол кол менен эметип, российский гражданка болсо күрөшүп атат деп запрос берди. Үчүнчү пункт. Так, төртүнчү. Директорат ВАФ чыкырып, мени чыкырып, эмне үчүн ошондой болду деп атат. Мен айттым, кечиресиз, мен билген эмесмин, что мунку орустун паспорту бар экен. Бирок андан мындай кылабыз, командадан чыгарабыз, штрафты төлөйсүңөр. Бүтүн 2 алтын медаль, 2 күмүш медаль до этого было. Ошонун баарын алабыз деди. Мен жок, антип ала албайсыңар деп туруп, алар мен каршы болуп, хотя бы бир калтыргыла, сол кол менен бул жеңбедиби? Ошону калтыргыла деп сурап атам да. Анан бөлөктөрдү макул эми, мен көп жыл иштейм эмеде, мировой федерация. Мени макул деп туруп, ошону калтырып атышат. Бирок оң колго чыкпайсың деп атат. Түшүнүп атасыңар? Так, 5-чи. 5-чи пункт менен бул киши
өзүнүн мамлекеттин эмеси гражданини болсо только ошол странага выступать этиш керек. Мына положение ВАФ. Алтынчы. Эмки чемпионатка чейин, Турцияга чейин бул вопрос ачык. Дагы эмне болот, эмне болбойт, өзү ВАФ өзү чечет. Түшүнүп атасыңарбы? То есть вопрос открытый на рассмотрение. Вполне возможно, что примут следующие меры в отношении ее. Или, может быть, отменят и оставят ее, все решение. Это исполком ВАФ решает. Так, и акыркысы. Вот, 9. Подтверждаем, что Федерация Кыргызстана встала на сторону спортсменки и добилась сохранить результаты, которые она получала до протеста. О чем речь вообще ко мне? Түшүнүп атасыңарбы? Мен, наоборот, не прав, что стал на ее защиту. Я не должен был этого делать. Но для меня интересы страны очень важны. Тем более ее медаль. Перевернули с ног на голову. Бүтүн баарын бөлөкчө кылып, эмени биякта бул ситуацияны мени ошондой кылып атат да. Түшүнүңөрбү эми? Мына официальный кагаз Мировой Федерации, официальный ответ Кыргызской Национальной Федерации. По поводу этого собирается сегодня пресс-конференция. Ага. Ну скажите, пожалуйста, вот удивительно, да, столько лет как бы на различные соревнования ездите, и до сих пор вы представители федерации не в курсе, что паспорта российский, гражданство-то российское. Почему? У вас Каныбек, не сиз айтсаңыз. регистрируются спортсмены? Негизи жогоруда айтылгандар Кристина боюнча негизи күчтүү спортсменкабыз, күрөшүп эле жүрөт бизде. Негизи кыргыз мен деле жаңы негизи жакын деле президент болуп шайландым. Ошого баягы көп жагын баягы билбейм да, ачыгын айтканда. Анан негизи паспорту бар деп уккам мурда. Кечегиде Азияга барганда муну регистрация кылган. Алматыда август айында Азия чемпионатында да Азия чемпионкасы болгон Кристина. Негизи ошондой. Бирок өзү Кыргызстанда жашап чоңойгон кыз. Гражданствосу российский экен да. Сиздерге катталганда кайсы паспорт менен катталды? Кыргыз жаратылдымы же кандай? Россияны жаратылды? Катталганда мындай да мен айтып атам го. 2 ай болду да президент болгонуна. Анын мурда паспорту бар деп негизи уккам да, жакында уктум. Кыргызстандын паспорту бар деп, бирок ошону ачык билбейм. Ошону азыр өзүнөн да сурайбыз. Негизи чоң мамлекеттик международный турнирге катталганда негизи паспорт менен катталат. Спортсмен. Ошондо секретариат же федерациянын бир өкүлдөрү катталды, тияка запрос берет, паспортный данные, виза. Ошондо кандай? Российский паспорт менен эле катталган бул Азия чемпионатында. Ошол боюнча эле Орустун жараны паспорту менен катталды. Орустун жараны менен катталган. Сиздерде кантип мисалы Кыргыз федерациясына орустун жаранын берип атат? Спортсменде ошол суроодо өтүп койдуңуз. Эми байыр бул Кыргызстанда жашап жүргөндөн кийин анча-мынча спортсмендери жок деди албайсың да. Бизде результат көрсөтүп жүрсө. Жок, орустардын жараны болуп атпайбы? Жок, жараны бирок бул Кыргызстанда чоңойгон да. Чоңойсо орустардын жараны болуп атат. Анда Кыргыз паспорт жок болот. Кантип сиздер мисалы Кыргыз улуттук федерациянын эмесиңиздер. Анан кантип орус жараны сиздерге катталып, баягы спортсмен катары өзүн көрсөтүп. Да, баштан айтып коеюнча, 2 ай болду да президент федерация болуп шайланганына. Мурдагыларды мен биле албайм да. Мен айтсам болобу? Сиз Негизи эле ошол болуп аткан ситуацияга ким бирөө жарым жооптуу болуш керекпи? Подождите, сейчас микрофон. Бул ситуация мындай да.
Азыр бул дүйнөдө көп спортсмендер бөлөк мамлекеттерге чыгып күрөшүп атат, боксташып атат, бөлөкчө кылып атат да. Бул сүйлөшсө болот да, бөлөк мамлекет менен бул мамлекет өзүнүн разрешение берсе, пермит, дозволение берсе, булар чыгат да, көп эле. Кыргызстанда канча күрөштү? Базаргуруевден баштап, Смагулов, Айдын и прочие. Алар өзүнүн гражданствосын жоготпой Кыргызстанга чыккан да. Анан кийин мурун ошондой эле болчу, көп эле күрөшчү, бөлөкчү. Эми азыр Россия көтөрүп атат да, сиз түшүнгөн жоксуңарбы? Бул официально Гладкаяны жыккандан кийин Россия эмне үчүн ошондой болуп атат? Бул биздин гражданкабыз деп көтөрүп атат. Эмне үчүн? Конституцияда ошондой. Бөлөк мамлекет немеси диги интересы вафтыкы совпадать этсе күрөшө берсин дейт. А совпадать этпесе жок. Принимающая сторона. Принимающая сторона Россия чыгып атат да, потому что она потерпела поражение. Россия көтөрүп атат муну. А так бул өтүп кетмек. Түшүнүп атасыңарбы эми ситуацияны? Это с разрешения стороны, все стороны должны быть удовлетворены в этом конфликте. Пусть она хоть гражданка Занзибара. Выступает же, например, наша Валентина Шевченко, да? Она выступает с флагом, да? Но она выступает за Боливию. Или вот кто этот, как его, Физи или кто там, он сейчас какой-то кикбоксер и прочее, он сейчас ходит везде там, я такой, я сякой, да? Он же выступает, оказывается, с гондурасским флагом. Пусть борется, выступает, это сильный спортсмен. Если не против другие страны, вот в чем проблема. Здесь обратно конфликт, понимаете? Конфликт получается, интересов. И Россия, она права, почему ее расспрашивают ее мнение? Россия великая страна, великая. Она страна номер 1 была. Кстати, можете поздравить, в этом году, возглавляемая мною, Казахская федерация стала страной номер 1 в мире армрестлинга. Она победила сборную России, Казахстан. Вот такая ситуация. Мен муну билбейм, 2 эле жыл көрүп атам да муну. Кыргызстанга эле чыкчу го. Сезбек кайсы странага чыкчу? Кыргызстанда эле күрөшчү. Мен сиздер мисалы жана Румынияда өткөн эмеге барганда билген жоксуздар кыргыз жаранды бунда жок экенин, российский паспорт бар экенин. жок, российский паспорт барын билген эмес. Мен өзүнөн сурадым. Азыр сурасаңар деле болот мындан деле. Сен эмне кыргыздын гражданкасын паспортуң жокпу? Жок дейт. Мен орустун гражданкымын. Түшүнүп атасыңарбы? Анан кийин разрешение эч кимге тийбесе, күрөшө берсин деп. Эч кимге тийбесе? Интересы ничьи, она не затрагивает. Никто против не будет, она пусть борется. Тактап болду. Биринчи мелдешке мисалы Кыргызстан атынан алып атат. Экинчи мелдештен баягы Протест берип, бул орустун гражданкасы деп, орустар өзү көтөрүп, орустар өзү. жок, эгер эметсе экономтен эмет салышып коет, чийип салышып коет. Ошон үчүн бул менин уже күнөөм. Кантип баарын алып саласыңар? Бул күрөшпөдүбү? Бир медальды албады деп мен чыгып атпаймынбы? Мен алып калбадымбы муну? Жок, алып бериңиз. Ал сизге рахмат. Болгон маселе болуп атат. Беде бул российский жаран болуп атат. А Кыргызстан жаран бул жок болуп атат. Биринчиден. Анан биринчи сол колду, кайсы колдон чыгып, утуп Кыргызстандын баягы берип деп. А экинчиге катыштырбай коюп атат да. Экинчи колгочу, кол менен күрөшкө. Экинчи колго недопуск. Муну вообще алып салалык дегенде мен эметтербей койбодумбу. Дисквалифицировать, снять результаты все. Полностью. Ошондой болобу? Да. Имеют полное право. И ошондой кылышып, мен токтотподумбу. Бүтүн баарын токтотуп, бир медальды калтырбадым буга. Бул разы болбой, эмне үчүн оң колго мен эметпейсиңер деп. Мен ошон үчүн эметип атпайбы? Негизи укуктуу эле Кыргызстан аты менен чыкканга Кристин. Укуктуу. Ооба. Паспорт жок. Бирок укуктуу. Вот, Елена, пожалуйста, коротко, подробно вот эту ситуацию. И если Российская Федерация, выразила протест, да, то есть как бы вина, почему Кристина обвиняет нашу федерацию? Обвинение на элементарной почве. С самого прилета Кристины Болдыревой, очень сильной спортсменки, очень уважаемой в нашей стране.
У нее начался с того, что да, нас не встретили, потому что мы в разное время вылетали. Вопрос отсюда. Нашла в отеле, не устраивал отель, в котором распределяла непосредственно сами организаторы. Я почему должна находиться вот в этом, почему я не хочу, не могу быть в другом отеле, я не хочу вот в этот ехать. И ситуация, она по мелочам складывалась и оборачивалась против самой Кристины. Забывчивость паспорта, да, там такая ситуация, что народу очень много, звучит музыка и все время какие-то объявления. Нервное состояние спортсмена, оно и за собой образовывало из-за одного неправильного действия, другого неправильного действия, оно образовало в итоге огромный ком и внимание со стороны к тому же паспорту. Я его передала потом через Жээнбека Баталыча Кристине. И приход даже элементарно в отель, и у людей начинает возникать, почему с российским паспортом, какое там кыргызское гражданство. И вот оно, нюанс за нюансом, ниточка к ниточке образовалась огромная такая рубашка, которая вылилась в странный такой вопрос. Мы, спортсмены, выходим сами и с флагами, мы сами их везем с собой. У нас тоже в Бангкоке была ситуация, когда я, чемпионка мира, вышла без флага. Ну, это мой минус. Мы уехали с Сергеем Кучумжарычем раньше, улетели. Я, как капитан команды, в силу финансирования не могла остаться до конца этих соревнований. И потом уже из сетей узнаю о том, что там флаг не подали. Но это глупо. У нас давно в федерации каждый флаг несет с собой. Либо его забирают преждевременно, либо еще что-то. До этого ребята тоже выступали, тоже со своим флагом. Ну, то есть вот такая ситуация одно за другим образовала непонятный. Ну, для меня лично непонятный. Хотела с Кристиной до вылета в Москву, у меня были еще потом очередные соревнования международные. Встретиться не подошла. Вчера должны были встретиться, поговорить, но так и не получилось, к сожалению. Вот. Есть большая доля самой вины Кристины в том, что все вот так вот образовалось. Но нужно проанализировать. А кто есть я? Кто есть я для этой страны? Ну, никто. Мы пишем историю вот этими победами. Мы не страны пишем историю, у нас не олимпийский вид спорта. Мы пишем историю своей семьи для будущих, для нашего будущего. А так как мы не олимпийский вид спорта и нас не могут финансировать, далеко не каждый может выехать за границу. Нам дают денег друзья, нам дают денег, помогают родственники, но не федерация, не страна. И с этим тоже надо смириться. Это же наш выбор. Это мы едем. Это наше желание. И нам, личному я, никто ничем не обязан. Никто ничего не должен. И нас никто не должен любить. Ни Жээнбек Баталыч, он меня тоже, я не знаю, любит, не любит. Нет, наверное, не любит. У него есть свои родные, близкие, которых он должен любить, может любить, ни Каныбек, ни кто-то еще. Мы слишком маленькие в этой вселенной, чтобы обращать на себя такое колоссальное внимание. Ну, я, например, думаю так вот о себе. На сегодняшний день я 20-кратная чемпионка международных соревнований, 5-кратная чемпионка Азии, 2-кратная чемпионка мира. Это не говоря уже о том, что была когда-то призершей, и поражений у меня было несметное количество. Но мне государство ничем не обязано. Не нести флаг, не нести там какие-то финансы. Ну, то есть нужно анализировать ситуацию. Я очень хотела вчера встретиться, и до этого очень хотела с Кристиной. Я уважаю этого спортсмена, уважаю как человека, уважаю как сильного спортсмена. Она
Она достойна звания чемпиона мира, и Жээнбек Баталыч, да, вопросы, в которых я не могла ее решить, некоторые вопросы, я обращалась к нему, уж извините, пожалуйста, я вас дергала, у вас куча своих было дел. Жээнбек Баталыч не был на чемпионате мира представителем кыргызской страны. Он был представителем чемпионата Азии. Ой, извините, президента Азии. Он вообще вот к этой группе не имел никакого отношения. И меня впервые одарили. Большое спасибо. Таким вот званием капитан команды. Но такой вот несостоявшийся, не сумевший поддержать. И спасибо большое Жээнбеку Баталычу. Именно он до конца шел со своей группой, со своей командой. Хотя он не имел никакого права быть здесь. Геннадий Павлович остался. Вот, ушу болуп аткан ситуацияга негизи эмне бирөө жооптуу болуш керекпи? Ушундай көрүнүш кайрадан кайталанбаш үчүн ким жооптуу болот? Жак дагы деле кайталанса ушундай болуп калып кете берет да мисалы. Негизи флаг боюнча кайрыла кетсем, 2017-жылы Венгрияда дүйнө чемпионатында мен өзүм флагты дайыма алып барып жүрөм. Негизи ар бир спортсмен өзү алып жүргөн аракет кылыш керек. Мен өзүм окуучумун, флагы жок чыккан. Болуп калат да мындай. Тем более ал жерде аркаңда мындай экран бар, үстүндө флаг бар. Флаг поднимается над спортсменом. Он Негизи. есть. И гимн есть. Ошол боюнча ал Кристина күчтүү кыз. Мындай нерсе болуп турат, адам баласыбыз адашат. Жок, жарандуулук боюнча айтсаңыз, сиз бул буякта чаржайт болуп кетти да федерациянын ичиндечи. Жарандуулук боюнча сиз жоопкерчиликти кимге коесуз? Бул жерде мындай да. Сиз кайсы канал дегендей. Бул жерде ар бир федерация өзүнүн күчтүү спортсмендерин чыгарган негизи аракет кылат. Муну алып барышын алып барып туруп кайра дисквалификацияланган бизге кереги жок да. Ал жерде мисалы үчүн мен барбай калдым. Сезбек барбады. Елена Тараторина жолго чыгып кеткен, акчасы жетпеген айынан. Кимге кайрылат? Бул жак Жээнбек Баталыч ошол жакта болгон. Бул байыры Кыргызстандын жараны. Бул байыры тартат өзүнүн жагына. Аракет кылып ошону алып калган. А биз эми аны ар бир спортсмен ошону каяктын гражданин болгондо деле муну биз чыгарып атпайлыбы алып барып? Ага, эмне себептен ошол жака кошулуп барган жоксуң, анан спортсменканын укугу эмнеге толук корголбой калды деген суроо болот да бул жерде. Мен барбай алганымдын себеби акча жок да. Акчаны эми өзүбүз $100 тегерегинде айлыгым бар. Өзүм Жалал Абадта таш көмүрдө жашайм. Анан ар бир чемпионатка барганга шарт жок. Ошон үчүн мисалы үчүн 19-жылы 16 спортсмен барса, быйыл 6 спортсмен барды. Ар ким өзүнүн аракети үчүн барат да негизи. Спортсмендин укугун ошол коргогону ошончолук. Силер дагы жакшылап түшүнүп алсаңар, ошол биринчи медалын алып калган аракет кылышты. Экинчи медалын эмнеге коргону? Экинчи медалына тигилер муну четтетип атса. Жок, баары бир сиздердин спортсменсиздер да. Ошону оң кол сол кол жеңген жок, оң колго чыккан жок. Чыгарбай коюшту. Чыгарышка сиздердин милдетиңиздер коюшту. Ошону аракеттен кийинки бул момент болот атат сиз. Жакшылап түшүнүш. Сол голго араң деп калтырдым. Оң Жараны колу калтырасыздар мындан. вообще чечип салыш. Эми биз алып салыш керек. негизи Алып бардыңыздар, мойнуңуздарга жүктөп бардыңыздар, биздин спортсмендериңиздер сол голго ачып жеңди. А оң голго эмне себептен сиздер катыштыра албай койдуңуздар? Yok biz жакшы эле сурадым, давайте чыкты. Болбой койбоду орус. Ким болду? Орустар. Али Эмне үчүн оң кол менен кайта эле гладкая выступать этип атпайбы? Зачем конкурентка? Түшүнүп атасызбы? укугун орбой албай калдым деп ойлойсузбу сиз? Конечно. Менин не то что укугум, мени вообще бүтүн команда чечип салды. Араң деп калтырбадым бу команда. Анан бир медальды калтырдым буга. А оң голго не то что оң голго вообще хотели снять. Түшүнүп атасыңарбы? Сол голго кантип катыштырып койду аны? Кыргызстандын атынан. Это ошибка ВАФ кой бергени. Ошондо эле өтүп кетмек, өзү эле чыкмак, күрөшмөк. Эсеби дегилер өзү паспортун калтырып, орустар көрүп калбаса. Түшүнүп атасыңарбы?
Ошондой эле чыга бермек. Потому что за Кыргызстан она выступала. И на Азии, и везде. Ошондой болуп атпайбы? Можно уточняющий вопрос? Я правильно понимаю, что у нее, получается, дисквалифицировали на правую руку, потому что вы, получается, ну, как бы, решили не рисковать, чтобы команду оштрафовали, и чтобы у нее забрали все остальные медали. Из-за этого вы ее сняли с правой руки, чтобы как бы меньше потерь было, правильно? И не я снял, ее снял директорат. Директорат снял. Ага, спасибо большое. Ага. А вот, Геннадий, скажите, пожалуйста, а что вот дает золотая медаль, победа вот в чемпионате? Тем более все расходы спортсмен оплачивает сам. Вы знаете, так однозначно сказать, вот что она дает. Материально, в принципе, ничего. Но сам по себе армрестлинг – это такой вид спорта, он чрезвычайно массовый. В любой деревне можно заниматься, в любом поселке. И та работа, которую Джинбек Баталович на протяжении огромного количества, сколько, в районе 20 лет, да? Ну вот я, например, только 14 лет занимаюсь армрестлингом. Уже пришел, так сказать, ну, я не медийное лицо, меня так вот особенно-то и не знают, в спортивной среде знают. Ну, наверное, я последний человек, который выигрывал чемпионат СССР. Первый раз за сборную республики я выступал в 1973 году. Общий стаж выступления за сборную Киргизии у меня 27 лет. Я занимался стендовой стрельбой, мастер спорта международного класса, чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата СССР, неоднократный чемпион вооруженных сил СССР. И встречался с колоссальными людьми, которые оказали вот на спорт и в спорте, ну, огромное влияние. Никогда не было подобных случаев, вот за огромное количество, я первый раз, я сам в шоке, что вот так вот можно решать. Недоволен чем-то, есть спорткомитет, есть министр, приди, пожалуйся там. Вызовут, разберутся. По вашему мнению, кто в данном конфликте, чья вина? Вы знаете, вина, вот можно найти виноватых, невиноватых. Спорт – это максимально приближенное к бою действие, когда ты выступаешь. Максимально приближенное. Это говорил не я, говорю, да, а я просто повторяю те слова тех людей, кто принимал участие в Великой Отечественной войне и потом участие в чемпионатах мира, во всем прочем. Максимально приближенное. И, конечно, это не может на нервную систему не оказывать какого-то негативного действия. Потом мы сами люди, мы все, как бы не хочется себя винить во всем. Надо найти виноватых вокруг себя. Я белый, чистый и пушистый. Кристину я знаю как вот армрестлера, и так получилось, что я принимал участие вот в подготовке Лены, частично спарринг-партнером выступал, серебряный призер этого чемпионата мира в Румынии, Чиналиев Сергей Кажамжарович, он выиграл серебро, значит, я тоже с ним тренировался, и спарринг, и партнером был у него, как говорится. Кристина, я приходил в спортивный зал к Лукьянову, она там находилась, я подержал ее руку, я видел, как она борется. И то, что она выиграла, для меня это совсем не это самое, не секрет. Я когда звонил туда в Румынию, я спрашивал Лена, как Кристина выступила. Потому что я сказал Кристине, вы очень сильно набрали. Вы же со мной не боролись, ну и что, я профессионал. Ну как бы я в этом спорте 14 лет, я подержался за руку, я понял, что она владеет этим видом спорта на очень высоком, хорошем уровне. Вот это доказал. Как человек, доказывай. Тебе не нравится что-то спортивное, иди к министру, жалуйся, обязательно вызовут Джинбек Баталовича, обязательно разберутся. Я в этом 100% уверен. Тебе не нравится какая-то националистическая душок какой-то, ну что-то не нравится, есть СНБ, приди туда, напиши заявление, обязательно разберутся. Например, со мной однажды разбирались, и пришел майор и задавал вопросы, разобрался, все, поставил точки на своих местах. Нет, по-другому, по моему личному вопросу. Это другая история. Но я о том, что обязательно разберутся. Обязательно разберутся. Журналисты, раздувая, одну секунду, вы раздувая проблему, а вы позвоните напрямую. Вот вы хотите разобраться в этой ситуации, позвони профессионалам. Вот сидит, вот второй человек, я, Лена, задайте вопрос, как это все происходит. Қанат мырза, азыр Жээнбек мырза айтты, үш спортсмен укугун биз коргой албай калдык. Өзүн сиз эми жоопкерчиликти кандай кыласыз? Спортсменби же Жээнбек мырзаныкы? Азыр конфликт экөөнүн ортосунда болуп атат да. Сиз мындай президент катары айтсаңыз. Бул жерде эми
эми бир адамды мындай деп айтыш негизи кыйын го. Адашпаган адам жок да. Бул мүмкүн бул жаштык кылгандыр. Эми бул нерсени жогоруда булар аксакалдар айткандай мындай деле чече турган нерсе болчу да негизи. Түшүндүрүпчү. Негизи ошол момент барган адамдар көбүрөөк сүйлөп атат да бул жерде. Биз барбаган үчүн жакшы. Эми бул не прав, бул прав деп мен айта албайм азыр. Бирок эми териштиргиде мен тергөөчү эмесмин да. Бул жерде азыр биз кадимкидей эле Кристина менен иштешебиз. Биз муну сыйлайбыз. Күчтүү кыз дүйнөлүк аренада уже таанылды. Так что баарды жакшы болот. Сиздин постановка вопроса вообще она интересная, конечно. Вы что хотите? Жареных фактов или мен күнөөлүү кылганыңызбы? Мен сизге айтып атам, ачык. Мен не то, что менин күнөөм. Бuyakta силер радоваться должны. Благодарить меня за то, что я сохранил медаль. Сиздин күнөөңүз эмне? Мен күнөө вообще жок эчтекеде. Вообще. Мен только пайдам бар. Потому что мен муну кылдым. Жакшы алып келдим. Эми азыр бул мени боктоп чыгып атпайбы? А силер эмне сүйлөнүп атасың? Мен түшүнбөй атам. Эмне үчүн ошондой вопростарды бересиң? Ну, это журналисты, они могут задавать Они вопросы. могут, но Да, журналисты, давайте не будем сейчас я говорить. много лет этическую грань журналистов. Я хорошо знаю, у меня жена известный журналист. Мен ошон үчүн мен сизге айтып атам. Бул специальный метод. Вообще, Понимаете? Шенбек Баталович, получается, человек, который ни сном, ни духом и вообще не касался этой ситуации, который защищал интересы Хорошо, мен Кристины Болдыревой. что медаль оставил. Он ее там защищал, но дело в том, что спортсмены об этом не знают. Образуются митинги, там у них свои собрания образуются. То, о чем спортсмены вообще в ту кухню никогда не входят. Там собираются только президенты Не страны, надо это объяснять, касающиеся. зачем. Но в любом Им случае нужен- он, Шенбек Баталович, отстаивал Кристину Болдыреву. И получается, не зная Кристина Болдырева о том, что каждого спортсмена подходит и отстаивает человек, который не касался команды и получает шишки. Ну, я тоже вот из сетей узнала об этом. И думаю, вот хотела встретиться. Кристина, давай встретимся в определенный день, но так и не было ни в тот, ни в другой день. Объясни ситуацию. Он вообще тут ни при чем. Это человек, который тебя защищает, который тебя отстаивает. А человек вдруг приезжает и Каныбек узнает, что айталбай его, атпайбы, экел ай, бuyakta президент. Ошон үчүн мен айтып атам да. что Мне его вообще не надо. стукают по голове. Акыркы бир суроом ушул өтүп коюңуздар. Кристина өзүнүн бюджети менен барды эле же федерация? Өзүнүн акчасы менен, баары өзүнүн акчасы менен барды. Баары. Мен деле өзүмдүн акчам менен. Эмне үчүн какие-то обвинения идиотские, что там я с госбюджета беру деньги. Вот я в суд, уже все документы готовы. Если на то дело пошло, я просто сегодня посмотрю, как будет вопрос стоять. Если вопрос будет дальше раскачиваться, да? Готен чучугуна чейин жеткирем. Мен бүтүн чыгарам. Я билем, кто это тут турат. Я, простите, пожалуйста, уже время это закончилось. Да, всем спасибо за участие. На этом мы закончим нашу пресс-конференцию. Рахман, спасибо. Всего Я, по доброго. сути, на ваш вопрос не ответил. Ну, уже мы... Нет, ну, секундочку, я вам отвечаю, да?